Шагабуддин Марджани в своей книге о истории Казани и Булгара сказал, что, наверное, не стоит ждать уже того времени, когда появится или найдется достоверный источник по истории Казанского ханства. До сих пор, сколько лет прошло, мы не обнаружили такой целостной, повествовательной истории, которая была бы похожа на более-менее объективную, правдивую. Да? То есть в нашем распоряжении в основном русские летописи. Это самый главный источник. И да, есть у нас татарские источники или тюрко-татарские источники, но они сообщают об отдельных фактах, об отдельных событиях. А вот такой целостной истории от начала и до конца Казанского ханства, или которые задевают большой период Казанского ханства, освещают его, не сохранилось. Самый главный источник — это русские летописи. И тут нужно при работе с ними учитывать многие особенности. Это иносказательность этих русских летописей. Там очень много цитат из Библии, которыми описывается политика по отношению к Казани. И иногда исследователи, следуя за этими летописями, допускают очень серьезные ошибки. Ну, можно привести такой пример. В 1467 году, когда Иван III совершил свой первый поход на Казань, летописи говорили о причинах похода следующим образом. Позван был царевич Касим от царей казанских на царство Лесью. Дело в том, что действительно в то время в пределах российского государства находился сын Мухаммада, царевич Касим, который претендовал на престол казанский. И он пришел в Казань именно для того, чтобы занять, как он думал, свое место. И русские, московские войска его поддержали в этом. Но в чем причина? Да? Вот пришел он лестью от царей, позван был на царство Лесью от Абдул-Мамона и от прочих. И вот здесь всплывают некоторые интересные факты. То есть исследователи говорят о том, что его как бы обманом позвали на престол. Как понимать эту фразу? Она очень сложная для понимания, а судя по всему, она взята из Священного Писания, где описывается как раз история о том, что наступят времена, когда вот цари будут звать на царство Лестью. Эту смуту люди, чтящие Бога, должны будут остановить. То есть здесь не говорится о каких-то конкретных исторических обстоятельствах, потому что мы ничего не знаем о царе Абдул-Мамоне. Там исследователи пытаются его имя интерпретировать как Мукмин и так далее, но мы ничего о нем не знаем. Тем более о царе это хане, значит. Хана вообще такого не было. Это, скорее всего, попытка иносказательным образом обосновать целесообразность похода в целом. Здесь как раз идет указание на священный текст. И таких моментов довольно много. Нужно быть очень осторожными при интерпретации летописных известий. Другой момент, то что, например, первая половина казанской истории, истории Казанского ханства, то есть это вторая половина 15 века, она описана разными русскими летописями, и в том числе независимыми по отношению друг к другу. Где-то мы можем сличить информацию. Например, вот эта известная Казанская война 1467-1469 годов, она еще также называется Первая Казанская война, которую начал Иван III и Касим. Она описана в летописях по-разному. Порой оценки диаметрально противоположные. Официальные летописи говорят, допустим, о том, что русские победили в том или ином походе, а неофициальные летописи говорят о том, что они были разбиты. Ситуация очень сложная. Но здесь, по крайней мере, в 15 веке у нас есть возможность проверить источники, сличить их, показать, что не все так однозначно было. А вот что касается 16 века, опять же, главным источником выступают русские летописи, но ситуация изменилась. Независимое провинциальное русское летописание в этот момент приходит в упадок, и на первый план выходят официальные летописи. И историю первой половины 16 века, историю Казанского ханства, мы больше всего знаем из официальных летописей. Дипломатические документы
с ними сложная ситуация. Они были еще в начале 16 века, сохранились описи посольского архива, существовали ящики с казанскими делами. Но сегодня их нет, остались только описи. Что с ними произошло, сказать сложно. Пожары, видимо, они сгорели в огне многочисленных московских пожаров. Сохранились дипломатические документы, так называемые дела по сношению России с Крымом. Это важный исторический источник. Но опять же, это дела, прошедшие через русскую канцелярию. К сожалению, пока еще ничего не обнаружено. Вот кроме Зафарнаме Вилайет Казан, которое написано было очевидцем обороны Казани, он автор этого произведения, Шарифи, говорит о том, что он сам находился в городе, когда русские войска подступили. И все очень детально и интересно описывает. Это литературное или это уже... Это литературное произведение, это написанное в стихотворной форме. Обращено оно было, судя по всему, османскому султану. И найдено было в архивах Турции в 60-е годы 20 века. Но это всего лишь один фрагмент истории. Вот непосредственно описывается там второй поход Ивана IV. Или точнее, оборона Казани во время этого второго похода. Затем, вот я уже упоминал сегодня, Чингиз-Наме у Тимыша Хаджи. Это очень интересное произведение, и там есть кое-что о Казанском ханстве и о казанских ханов, есть даже генеалогия казанских ханов приводится. Но долгое время у следователей не было доступа к этому документу. Была опубликована лишь краткая редакция, где ничего о Казани практически не было, а вот недавно удалось этот источник привезти из Турции, и точнее, сейчас на стадии публикации находится, то есть он еще до сих пор не опубликован. Кое-что там есть, но это, опять же, один фрагмент и короткая генеалогия, где не все ханы.